Когда над сиреневым морем стоит тишина, и сердце объято обманной дремотой покоя, Пицунда, мне снится твоя голубая волна и брызги летящего в небо прибоя, и сосный берег, подводный таинственный гул, крылатое чувство свободы, приволья, простора, та пристань, откуда суда уходили в Стамбул, где в розовой дымке вставало видение Босфора. Меня зовут Люда Зара. Я дитя войны отечественной, которая настолько выдала мне судьбу необыкновенную. Несколько родителей, и те, которые родили, и те, которые воспитали. Вот родила меня женщина русская, а воспитали тоже русские, курские люди. А в 6 лет я попала в цыганский табор, и они назвали меня Зара. И чтобы не обижать ни тот народ, ни тот, так как я еще выступаю на сцене со своими концертами, то на афише я Люда Зара. Это единственное имя, больше такого имени нет. В лихую годину Великой Отечественной войны молодой абхазец был тяжело ранен. Вытащила с поля боя его молоденькая санитарка, красавица моя мама, Софья, и дала ему кровь свою, она была донором. Абхазца спасли в этом госпитале. Как у них там это произошло, я не знаю, но они дали мне жизнь, мне и моему брату Руслану. Он забыл у мамы комсомольский билет, 3 письма истлевшие, я вам покажу тоже, и ушел воевать. И больше после 3 писем он ничего не писал. В госпиталь попал в плен, раненых поубивали, живых согнали. И погнали на железную дорогу для того, чтобы отправлять в Германию. Но ночь застала 400 человек пленных и фашистов, которые гнали. И ночью у мамы начались роды. Родилась двойня, я и брат. Спас нас один солдат, он был пастухом до войны. Он был грузин, Михаил Соломонович Татарашвили. Родились-то мы под утро, когда уже начало расцветать, заснули быстро, не плакали, поплакали и заснули, как рассказывают очевидцы. Нас закутали, что-то было в сумочке у мамы, что-то там, кто-то снял какой-то свитер, дал. И когда фашисты выгнали всех из сарая, колхозной фермы, то предусмотрительные женщины, которые там были, они подпихали соломы под пальто мамы, подвязали веревкой, как будто она в положении, и подняли драку. А фашисты вечер провели очень бурно, их напоили русским самогоном, утром у них очень было большое похмелье, больные головы, они начали разнимать, к счастью, не было собак. И под шумок вот нас передали русскому старику, который спрятал под свой полушубок нас и пришел к своей невестке. Невестке пришел, положил нас на теплую лежанку и говорит: суди, не суди, Шура, теперь тебе матерью быть. А она кормила грудью своего мальчика Алешу, ему было 8 месяцев. Пленных угнали, и мы остались в этом селе. Росли. Никто нам не сказал, что мы не родные. Вот этика, знаете, русского народа. Все нас жалели, как будто вся деревня нас воспитывала, понимаете? Никто, не дай бог, если нас кто-то пальцем тронет. Ну, мы боевые вообще были, очень сами за себя могли постоять, здоровенькими росли. Наверное, потому что метисы.
все-таки абхазская и русская кровь слилась. После войны пришел с фронта муж нашей мамы русской. Он пришел без ноги. Он нас принял, полюбил, потому что его родной сын Алеша умер в детстве, в младенчестве. И было голодно, знаете, в 1946 году было очень голодно. Я была такая маленькая, если, представляете, если я 43-го года, то в 46-м в конце мне было 3 года. Но я все помню, знаете, с 3 лет я помню. И мама взяла меня за ручку и сказала: мы с доченькой пойдем в лес собирать грибочки. Потому что был дождь, а сейчас разведрило, и наберем грибочка, у нас будет вкусный обед. А татка, папка с Русланом останутся дома по хозяйству. И мы пошли с ней в лес. Она посадила меня на берегу реки Оскол, такая речка неширокая протекает по Курской и по Белгородской области. И представляете, она говорит: ты тут сиди, вот те пузырьки, кукол не было, немецкие пузырьки от одеколона немецкого. И вот мы играли, дети, вот этими пузырьками, пуговицами от шинели отрезанными немецкими играли. И я сижу, она подбежит ко мне: ну ты ж никуда, ты послушная же девочка, никуда, смотри, к обрыву не подходи. И вдруг раздался страшный взрыв. Оказывается, мама, она пела песни там, чтобы меня на контроле держать, что она близко. Оказывается, она зацепила усики мины, ее разорвало, конечно, и досталось и мне. Взрывная волна ударила меня в спину. Я пролетела несколько метров, упала с обрыва 8-метрового в речку, еще ударилась головой о корягу. А на той стороне стоял цыганский табор. И мой будущий отец цыган, Арефа Драгомирович Строчан, его фамилия, прыгнул в воду, у них снял свои, там, что у него туфли были, в зубы нож, и быстренько нырнул меня и ко мне туда в глубину. И там я зацепилась, у меня густые волосы были, волосенками за эту корягу. Он быстро отрезал, это меня и задержало, собственно говоря. Он по крови определил, которая шла на поверхность воды, что я там. И вытащил меня и быстренько на берег, и ловко меня привел в чувство. Ну, нас маленьких пугали цыганами. Придут цыганы, не будете слушаться, мы вас отдадим. Вас привяжут за повозку, и вы будете бежать. Холодные, босые и голодные. И когда я увидела склоненное бородатое лицо, ну, цыган мы знали, они ходили по нашей деревне, я испугалась и опять ушла в это бессознательное. Но тут прибежали со стороны табора, прибежала Шувани, моя будущая бабушка. Вот. Она очень знала, как лечить людей, знала травы, она умела оперировать примитивно. И мне быстренько организовали помощь они, зашили мою разбитую голову. 2 недели я боролась между жизнью и смертью, девочка маленькая. Меня мама, будущая Мерикла, это в переводе «жемчужина» с цыганского языка, а папа Арефа, орел. И вот они, женщины, меня очистили, мыли, весь табор, в общем. Дети все переживали за меня. Ну, я, конечно, выздоровела, но я очень долго не разговаривала. Знаете, где-то до 7 лет. Табор уходил все дальше и дальше в сторону Молдавии. 7 лет, а девочка не говорит и плохо ходит. Всем миром спасали, короче. И папа придумал, как меня вылечить. Решил меня испугать.
Ну, вы примерно представляете, что такое цыганский шатер. Это палатка, разрезанная впереди брезент, 24 колышка вкапывается в землю, втыкается, и каркас. На них натягивается брезент. Я сплю внутри этого шатра, и вдруг медведь просовывает голову в эту прорезь и рычит страшно. И подсознание дало такой толчок страха, что я закричала и побежала с криком «мама». Значит, ну, кричала я, конечно, уже по-цыгански. Тут все собрались, начали меня ловить, целовать. Девочка побежала, девочка заговорила, какой молодец медведь. Семья цыганская была огромная. Значит, у них было 9 детей своих. Дедушка и бабушка, и папа и мама. Семья, я была 14 человек нас было. Трудности, конечно, были невероятные, но это люди, очень пережившие много. Они венгерские цыганы сами, и в Венгрии жили, кочевали. Но когда немцы лавиной покатились по всем странам, то цыгане услышали, что есть Советский Союз, где все народы равны, и все ринулись к границам Советского Союза. Запаленные кони остановились на Буковине, на огромном лугу, где цвели маки. Знаете, это такое растение, оно не терпит прикосновения человеческой руки. И вдруг раздались страшные трескучие пулеметные очереди. Ну, Арефов забрался на дерево, и тут над ними пролетела, шелестя крылами, сова. И бабушка поняла, она упала в обморок. Она сказала: «Драгомир, пропал наш табор, пропали наши дети», и отключилась. И, значит, сверху побледневший, совершенно обезумевший отец с дерева кричал своему отцу: «Тата, тата, табор расстреливают немцы, табор расстреливают немцы». И когда он слез с дерева, порвался же туда, он говорит: «Нет, мы остаемся здесь, надо же будет их кому-то хоронить». Короче, немцы спихнули всех в яр, набросали соломы, облили жгучим то ли бензином, то ли керосином, то ли соляркой. И 500 человек погиб табор. Табор ушел в небо. И вот когда фашисты расстреливали табор, то Мирикла побежала в этом платке, убегая от пули, бежали дети. Когда уже бежать некуда было, она взяла, вот так сняла платок и прикрыла детей. И что-то рассказывала, как будто они играют с ней в какую-то игру. Они были маленькие, 2, 4 года, 6 лет было девочке и 2 мальчика. И сквозь зубы сказала: «Офицер, стреляй по этим розам». И он выстрелил, а потом пуля попала ей в шею. И она упала на маковом поле вместе со своими детками. Но, знаете, удивительно то, что этих 7 человек, которые спаслось от всего табора, потом старый цыган послал молодого своего сына, моего будущего отца, достать молока. Моего деда звали Родич Змей. Он играл на свирели и мог очень, они же выходцы из Индии, мог очень управлять этими страшными существами. И он сделал из веревок круг, из вожжей, что осталось от коней, от лошади разбежались, выжег полянку такую
и сделал круг. А через круг, та, которая ползет, у нас называют, их не называют по имени. Вот абхазский какой язык мудрый, что та, которая ползет, чтобы даже имя ее не произносить. Он стал играть на свирели, а, значит, мой будущий отец Рефа и дедушка Грофа, они сидели внутри круга, а в это время со всего леса на звуки этой свирели сползались эти гады. И он большой палкой поднимал немножко веревку, и они под музыку они впадали в транс, пили молоко и засыпали. Их было много уснувших. Они собрали их в корзину, уже спящих. И потом где-то они достали кусок селитры, растолкли ее, они не выносят запаха селитры. И пришли в село, где, значит, немцы в школе, очень много их было, убили часового и бросили эту корзину, и селитру туда засыпали. Эти ползучие твари проснулись и перекусали огромное количество офицеров. То есть их дни были сочтены, минуты их были сочтены, потому что в селе какая вакцина, пока подозвонились, пока, в общем, человек 40 ушли на тот свет. Это была цыганская месть. Еще более старый цыган был, вот Джанго его звали, он сказал: Гроф, а тебе надо создавать новый табор, может, наш еще кто уцелел. А я уже стар, мне уже 80 лет, я отвечу за всех. И когда согнали все село и виселицу поставили, кто это сделал? Полсела расстреляем, если не скажете, кто это сделал. И тогда старый цыган вышел и сказал: я сделал, я отомстил за свой табор, за свой народ. Мы тебя повесим. Он говорит: ну что ж, повесите, так повесите. Я пойду к своим людям, пойду к своему богу, к Девла-Бару. По-цыгански Девла-Бару – это бог. Хотел даже немец помочь ему на табуретку встать под петлей. Он говорит: я сам. И в свои 80 лет он лихо вскочил на эту табуретку, а немец стоял, холеный такой, и говорил: у тебя есть последнее желание? Даже цыгану можно это разрешить. И был это генерал. И старый цыган начал плясать на табуретке. И настолько очаровал он этого генерала, что он сказал: я его возьму на допрос в гестапо. Садись, старик. И когда осиротевшая виселица осталась стоять, он сел в машину, все уехали. Немножко они притормозили, как рассказывал потом дедушка Джанго. И немец сказал: я восхищен вашей смелостью и вашим танцем. Выходите, я вам дарую жизнь. Меня просватали за сына другого барона. И когда мне было 18 лет, за мной приехали. Ну и приехали свататься. Ну, маленький мальчик, ему было 11 лет, мне тоже 11. Что там мы, дети, понимали. А тут заходит какая-то оглобля длинная, весь прыщавый, еще и оба с отцом пьяные. И чуть косоватый, такой страшный. А я бабушке говорю: бабушка, это что, я должна за этого чудовища замуж выходить? Подожди, она курила трубку. Разберемся, Чайори. Чайори – это девочка. Разберемся. Накрыли столы, она их упоила насмерть. Они спали. Ночью она украла брюки у этого жениха. Вот. И утром встает его отец, отцу шепчет: слушай, у моего сына штаны пропали. А бабушка говорит: да, видела, как он в 2 часа ночи в штанах уходил, а пришел под утро в трусах. Где-то чужие перины мял. Тут вдовушек хватает в большом селе. Ну, молдавское, цыганское село большое. Сейчас это город. Мы свою дочку за такого гулену не отдадим.
Отец говорит: мама, но ведь они ее украдут все равно. Она говорит: не украдут. Пришла пора сказать ей правду, что она не наша. А я стою остолбеневший. Как я не ваша? Слезы катятся. Да, Чайри, ты не наша. Мы тебя в речке почти убитую вытащили, выходили. Конечно, ты наша, но ты не рожденная нами, ты не цыганка. Бабушка такая сильная, что она лечила даже Лаврентия Берия. Он услышал, что она лечит хорошо радикулит. И вот его привезли, значит, в Молдавию, и бабушка ему выправила спину, этому аспиду. Ну, что она говорила? Она, во-первых, его перепугала насмерть. Его вытащили из огромной машины, ЗИЛ тогда была машина. А у нас такая банька была, Чернушка. А она: как тебя зовут? Он говорит: Лаврентий. Лаврушка, значит. Ну, заходи, говорит, в баньку. Попаришься в баньке Чернушки. Там у вас хоромы, наверное, в Москве. А здесь только банька тебе поможет. Он зашел. Что она с ним там делала, я не знаю. Раз он парился, растягивала его, вправляла позвонки, а потом говорит: самогончик пьешь? Надо, говорит, выпить. Дает ему стакан первача, а у нее была пустая кувалда такая. Она сделана под кувалду была, а внутри была пустая. Она взмахивает у него над головой. Он как вскочил, дернулся, и у него позвонки все стали на место. А охрана кричит: цыганка убить меня хочет, убить. Лаврушка, никто тебя не убьет. Тебя убьют, но попозже, говорит. И я удивляюсь одному, конечно, вот он, конечно, негодяй был, он был дьявол с мечом. Но регулярно, раз в год, из Москвы приходила посылка на имя бабушки. И поразительно, как он об этом помнил, вот этот вот человек, забывший, что он человек. И мы с папой, папа оделся по-светски, в костюм, поехали в эту Курскую область, нашли это село. Мы пришли, а папа, мой русский папа, сидел, отстегнув протез на заваленке. И, значит, мы заходим, а он сидит, и все-таки он признал в отце цыгана. Хоть, говорит, не по-цыгански одетый, а цыган точно пришел. И кричит: Мария, а он потом женился на соседке. И вот она выходит, у нее кувшин упал из рук. Глянь, говорит, какие гости у нас. И у нее кувшин упал, и она говорит: Иван, это не цыганка, это наша Люда вернулась. Она меня узнала. И тут началось светопреставление. Папа забыл, что у него нет ноги, подскочил и упал на песок, закричал. Тут сбежали соседи, и началось светопреставление. Все обнимают, целуют. Ну, в общем, потом успокоились, сели. Да, стол, конечно, собрали хороший, вспоминать начали. А мы-то тебя схоронили, думали, что как мамку убила и тебя в реку кинула уже мертвую и унесло. 4 дня с баграми искали тебя в речке, не нашли. И он все сидел, обнимал меня, отец, и все плакал. Никогда в жизни, говорит, я прошел до Берлина, я никогда не плакал так, как я вот сейчас плачу. Какой ты молодец, цыган, что ты сохранил мою дочку. И мою тоже, отвечал пьяный цыган. Ну, так прошла неделя, все приезжали смотреть на меня, и даже КГБ приезжало, как это, что это. Ну, все село подтвердило, что это я именно сестра Руслана. Ну, и однажды мы с ним пошли на могилу мамы. Я рву сорняки, а он стоит, отвернулся в костюме и говорит: не плачь, Люда, это не наша мама здесь лежит. Как не наша мама? Что ты такое говоришь? Да, говорит, ты должна знать, что наша мама жива, и живет она в Болгарии. И что через неделю она приезжает сюда ко мне навестить меня. Каждый год после войны она приезжает в это время. Ждали с трепетом эту болгарскую маму. И вот она приезжает на такси с чемоданами, она всегда с подарками приезжала. Мы сказали: Софочка, у нас тоже, Софья Ивановна, для тебя такой подарок, который ты ничем не можешь перебить. Мама, это наша Люда вернулась. Ее река не унесла, и она прибилась к табору, они ей спасли жизнь, вот ее отец, который ее спас. Ну, тут началось такое, что даже ни один фильм не в состоянии это передать.
И папа погостил еще 3 дня и уехал. Уехал, и мама привезла часы нашему русскому отцу, хорошие зарубежные часы, заграничные. И Иван, значит, русский мой отец, подарил это моему цыгану отцу. А тот свои часы снял, тоже неплохие, и отдал русскому Ивану Григорьевичу. В общем, началась наша жизнь с мамой несколько дней. Ну, ей уже надо, 2 недели быстро пролетели, ей надо было уезжать. Но мы никак не могли с братом решиться спросить у нее, кто наш отец. И оставалось до самолета 2 дня, и как мы с братом, говорит, мама, не обижайся, но мы бы хотели знать, кто наш отец. Она говорит, а что обижаться? Отец ваш был достойный человек. У него, он родом с очень красивой земли, из Абхазии. Значит, это на берегу Черного моря. Но только вот он, наверное, погиб. Но мы должны удостовериться. Я уже тут высунулась. Ну что же, говорит, я скажу вам, его звали Кирилл, фамилия его Тыркба, отчество, говорит, не помню. Но село, если подумать, вспомню, но она специально слукавила, и когда мы ее сажали на самолет, она, оказывается, написала письмо в гостинице, село Ачандара, Тыркба КС, это Кямин Ситович. Я приехала, проводил маму, села на самолет, и цыганские деньги у меня были. Бабушка мне дала приличную сумму денег. Я прилетела в Абхазию. На вокзал бегает женщина пожилая, с ней еще пожилая женщина и одна из моих сестер. Оказывается, у папы была жена, Венера Мархолия. И действительно, эта женщина заслуживала это имени. Сколько тепла я получила от этой Шурет Венеры. Вы понимаете, вот бывает, что амулеты люди придумывают заградительные от всякой беды. А тут вот люди цыганской национальности, русской, абхазской, стали кольцом, окружили меня своего тепла. И таким образом вот получилась моя уникальная биография. И когда мою абхазскую маму, ныне покойную, спрашивали, как же ты чужих приняла, у меня и брата, а она говорила, а среди людей чужих нет. Вы понимаете, фамилия моя была сирота, и отчество было сирота, и имя мое было сирота. А сейчас у меня столько фамилий, столько имен, но самое любимое, конечно, Людозара. Представляете, какой богатый человек? У меня, значит, было 9 цыганских братьев, 2 болгарина у меня, 2 сестры у меня по отцу в Ачандарах и целая армия двоюродных, троюродных внуков и правнуков. Что еще нужно человеку? Был такой Бендера, который Гитлер его хотел убить, но почему-то оставил живым. Но то, что вот сделали вот сейчас, гражданская война идет, и то, что сжигают живьем людей, и еще Запад при этом делает хорошую мину при плохой игре, это, знаете, это моя история тускнеет перед этой трагедией. И мне хотелось бы вот сказать всем этим людям, ведь мы славяне же, мы же братья, куда вас несет вообще? Какие страшные дьявольские лапы вы попали, что вы убиваете друг друга? Во время войны мне удалось спасти благодаря сплоченности людей, у которых было сердце, была душа, были человеческие чувства. Куда все это подевалось сейчас? Куда все подевалось? Люди стали ненавидеть друг друга. Надо опомниться вообще тем, кто оружие такое направляет против своего родного народа. Это нельзя. Это невозможно. Это проклятые люди на всю оставшуюся жизнь. Я вспоминаю, что маленькую девочку, у которой не было шанса выжить, спасли цыгане.
последним куском делились, лучший кусок несли и больной девочке, свои дети были голодные, а эти в роскошных городах устраивают погромы, убивают, жгут людей. Ничего невозможно понять, это какую надо ненависть иметь к своим же людям. Пицунда, Пицунда, в скользящем тумане ночном, когда зажигаются далекие в небе планеты, сама ты мне кажешься светящимся кораблем, который плывет, рассыпая огней самоцветы. Как чудно, что все же мне редкая радость дана, жить жизнью повторной, которая памятью стала. Мне слово Пицунда звенит серебром, как струна, и синей волною сияет оно у причала.